Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Какие вопросы вызвали наибольший интерес у жителей страны? Повреждения фюзеляжа обнаружены у самолета авиакомпании «Якутия», который приземлился в столичном аэропорту. Ближайшие рейсы вылетят с задержкой. Движение на участке федеральной трассы Колыма вновь открыто для всех видов транспорта. Фюзеляж повредился у самолета авиакомпании «Якутия», который выполнял рейс по маршруту Краснодар-Новосибирск-Якутск. По прилету были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа. Предварительно властей направлены на то, чтобы предотвратить введение всеобщего локдауна, поскольку дальнейшее распространение инфекции можно остановить только вакцинацией, заявил президент. В настоящий момент, по его словам, прививку получили уже около 23 миллионов россиян. И никаких трагических последствий зафиксировано не было, отметил глава государства. Уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева обратила внимание на то, что очень важно когда будут сняты определенные ограничения уже при достижении коллективного иммунитета, гражданин может вернуться, уже, как говорится, в полноценную нормальную жизнь. И в этой связи есть определенные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Также в ходе прямой линии глава государства отметил, что программа социальной поддержки семей с детьми и других категорий граждан, нуждающихся в помощи, будет продолжена и расширена. Я, как начальник управления социальной защиты населения, вполне поддерживаю Владимира Владимировича Путина вчера в его прямом эфире. Это поддержка малообеспеченных семей. Прежде всего, если это было единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на ранний учет, то сейчас это будет ежемесячная выплата. Затем это в отношении семей, которые в одиночку воспитывают, тоже будет пособие. И я так думаю, что это самое главное на сегодняшний день. Тем временем российские власти запускают программу реабилитации для переболевших COVID-19. Об этом также заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. Россияне, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию с 1 июля. Она будет доступна по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года. В первую очередь на нее планируют приглашать граждан, которые перенесли коронавирус в средней и тяжелой форме. Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, будет опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на портале госуслуг. Планируется, что всего в ней примут участие 3000 поликлиник по всей России. Тем временем переболевшие ковидом восстанавливают организм в реабилитационном центре Якутска. Специальное учреждение открыто на базе Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Продолжительность терапии составляет 14 дней. Немаловажную роль при восстановлении организма играет лечебная физкультура, которая укрепляет дыхательную мускулатуру легких. Поступившие сюда пациенты проходят разного рода процедуры с помощью ультрасовременного оборудования. Мы занимаемся реабилитацией больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию, кто перенес пневмонию. Пневмонию переносят в различной степени тяжести. К нам поступают больные со всей Якутии, с районов, с городов Якутии.
Так, у нас проводится второй этап реабилитационной помощи. Стационарное лечение круглосуточное. Мы как бы проводим восстановление физических функций организма. Ну а что касается цифр, то по данным оперативного штаба на 1 июля выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции. Из них город Якутск 59 случаев, Алданский и Мирнинский районы по 4 случая, Амгинский, Верхневилюйский и Хангаласский районы по 3 случая, Аллайховский, Вилюйский, Мегино, Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Аймиконский и Усть-Алданский районы по 2 случая COVID-19, Горный, Нюрбинский и Татинский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 3405 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 189 141 тест. Еще раз обращаю внимание на увеличение количества случаев в Амгинском и Хангаласском районах, которые сегодня являются районами, находящимися рядом с городом Якутском и, безусловно, местом отдыха, в том числе горожан. Уважаемые жители города Якутска и гости Амгинского и Мегино-Хангаласского улуса, оперативными штабами районов Хангаласским и Амгинским приняты обоснованные правомерные решения, связанные с ограничениями въезда в Амгинский и Хангаласский улус, в связи с чем оперативные штабы Амгинского и Хангаласского улуса просят соблюдать данные требования в связи с возникновением очагов, прежде всего связанных с заездом из города Якутска. И к другим темам. С сегодняшнего дня Якутия переходит на электронные родовые сертификаты, а с января следующего года на электронные листки нетрудоспособности. Особенности перехода на цифровые сервисы глава Якутии Айсен Николаев обсудил на рабочей встрече с управляющим региональным отделением Фонда социального страхования России по республике Мариной Герман. Глава Якутии и управляющий региональным отделением фонда обсудили обеспечение санаторно-курортного лечения льготной категории граждан и переход на электронные родовые сертификаты, который сегодня, 1 июля, стал обязательным для всех медицинских учреждений. Отдельной темой встречи стал переход на электронные листки нетрудоспособности. Если раньше он был экспериментальный, то уже с 1 января 2022 года все больничные станут цифровыми. Бумажный носитель оформляться больше не будет. Управление дорог Вилюй сообщает, что в связи с уменьшением уровня задымленности и улучшением видимости на участке с 293 до 365 километра федеральной автодороги Колыма с сегодняшнего дня движение открыто для всех видов транспорта. Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта, исходя из погодных условий. При возникновении внештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы, номер телефона 44 10 78, код города 4112, или 8 924 593 80 28. В Мегино-Кангаласском районе с начала пожароопасного сезона выявлено 19 лесных пожаров. На данный момент из действующих 7 лесных пожаров локализовано 5 очагов возгорания. 2 больших лесных пожара действуют в Мегинском наследии. В результате уже около 400 гектаров леса выжжено огнем. Причина пожаров – сухие грозы. И в последние дни сильный ветер только ухудшает ситуацию. На данный момент по тушению пожаров работают специалисты из лесоохраны. Из близлежащих населенных пунктов привлечены добровольческие бригады. Для недопущения распространения огня проложены минерализованные полосы. По району объявлен распоряжением главы района режим чрезвычайной ситуации. Мы работаем в режиме мобилизации наших добровольных групп, команды добровольной пожарной службы из числа местного населения. Принимаем статус локализации пожара. Это ни в коем случае нас сегодня не успокаивает. Силами местного населения, силами служб Якутлесресурса и аэроохраны, и службы спасателей МЧС мы сегодня ведем и окарауливание, и вспашку, ну и наблюдение в целом за состоянием тех очагов, где был пожар. В столице нашего региона появляются и набирают популярность новые виды активного отдыха. Одним из открытий лета стал вейкбординг – экстремальный вид спорта, имеющий сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом. Данный вид активного отдыха обретает популярность среди жителей города после постов в Инстаграме спортсмена-экстремала Андрея Слепцова. Более подробно о новом развлечении в сюжете Александра Нестерова.
Лето, солнце, жара. Именно этим словами описывается текущая погода в Якутске. Что делать и как отдыхать жителям города в такую жаркую погоду? Сегодня в этом мне поможет разобраться спортсмен-экстремал Андрей Слепцов. Андрей, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про новый вид активного отдыха, который появился у нас в столице. Так, ну что могу рассказать? Вообще начал я года 2 назад. Мы с ребятами арендовали катер, получается, поехали в Тукуланы. И там сначала и сноуборды взяли. Мы сначала на сноубордах катались, а потом вот вейкборд был у пацана, получается, он арендовал. И мы начали пробовать впервые. Вот, спустя 2 года опять мы вот уже начали здесь кататься. Я вот познакомился с Артуром. И вот с друзьями вот начали вот кататься. Ну, чисто для себя. Потом люди начали массово вообще спрашивать, где это, как это, научите и так далее, покатайте нас. Вейкбординг существует уже 3 года, но особую популярность он обрел лишь этим летом. По словам Андрея, люди катаются каждый день по предварительной записи и иногда даже ждут очереди. Данный вид отдыха позволяет людям не только спастись от жары, но и весело провести время. Что могу посоветовать начинающим райдерам, да? Обязательно техника безопасности, вот, жилет, там, что еще, обязательно опытный водитель лодки. Вот. Желательно бы человека, который уже умеет кататься на вейкборде, он бы вам показал, как правильно выплывать из воды, потому что это не так-то просто. Вот. Ну и самое главное желание, бешеное желание должно быть у вас, и тогда все получится. Мне кажется, уже можно начинать пробовать уже кататься на этом замечательном вейкборде. Андрей, поехали? Погнали! Это не записывай! Как отметил Андрей, во время катания на вейкборде человек получает не только заряд экстремальных эмоций, но и неописуемое чувство, при котором человек остается один на один с водной стихией. Июнь месяц уже подошел к концу, а это означает, для того, чтобы пробовать все виды активного отдыха в Якутске, осталось всего лишь 2 месяца. Не упустите это лето и проведите его с пользой. Александр Нестеров, Григорий Охлопков, Якутск. Тем временем подготовка к проведению спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары на завершающей стадии. Сегодня представители Минстроя проводят для журналистов пресс-тур по спортивным объектам. Наш корреспондент Дмитрий Тимыров расскажет о подготовке. Коллеги, здравствуйте. Сейчас мы находимся на 4-м объекте. Это малый стадион, который в последующем будет передан на пользование средней общеобразовательной школы поселка. Ну а также мы посетили спорткомплекс, который сегодня уже почти готов, и возводимый тир, интернат с интернатом, который откроет свои двери в конце этого года. Но я хочу отметить, что сегодня в рамках проведения этих игр здесь строятся 2 крупных объекта. Это один из них, получается, школа-интернат и стадион, который рассчитан на 1000 мест, которые мы посетили перед этим объектом. Стадион будет иметь 100 посадочных мест. Его цена составляла более 230 миллионов рублей. На объекте сегодня завершены работы по установке каркасной стойки, электронного табло, прожекторные матчи, противопожарные резервуары, водоприемные сборники и холодный склад и так далее. Ну а в эти минуты здесь завершается работа по укладке поля, а также разметке беговых дорожек. Ну а сейчас более подробно о возводимых объектах нам расскажет заместитель главы района. Еще раз здравствуйте, расскажите вообще на сегодня вот в рамках игр какие еще объекты строятся и более подробно о них. Здравствуйте. В рамках подготовки к играм Манчары у нас строятся спортивные объекты и объекты инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, а также по благоустройству села Бердигистях. Ну, все объекты сейчас на стадии завершения. Основные объекты по линии службы государственного заказчика – это стадион на 1000 мест,
с мобильными трибунами 3000 мест, а также универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест и многофункциональный спортивный зал в селе Бердигистях. По линии Министерства сельского хозяйства и администрации нашего улуса мы провели реконструкцию ипподрома на 1500 мест. Там построены 2 конюшни на 50 лошадей. Сейчас ведутся завершающий этап работ по беговой дорожке, по водоснабжению, электроснабжению объекта. Также в рамках работ по ремонту дорожной сети села Бердигистях проводится работа по асфальтированию. С 19-20 годы предусмотрены средства порядка 70 миллионов рублей. В этом году предусмотрено 20 миллионов рублей. Смотрите, вот получается, все объекты спортивных игр, они будут готовы, да? Все спортивные игры, кроме универсального стрелкового комплекса, будут введены в эксплуатацию, готовы. И будут проходить спортивные соревнования. Спасибо. Ну а более подробно об этих объектах мы расскажем в вечерних выпусках новостей. На этом у меня все. Глава республики Айсен Николаев подведет итоги прошедшего июня. Сегодня, 1 июля. В эфире телеканалов НВК «Сахара».